Говорит и показывает Москва. 10 ноября 2020 года в легендарном отеле «Националь» состоялась встреча между оргкомитетом форума «Голос Евразии. 21 век» и кандидатом в президенты Кыргызстана Адаханом Мудумаровым. Мы планировали по нашей инициативе прежде всего кыргызского делового сообщества в Российской Федерации организовать большой экономический, культурный, политический форум в Кремле. Эта инициатива была поддержана практически на каждом уровне. Сейчас уже сформировался определенный организационный комитет данного форума. Активно поддерживает Евразийская экономическая комиссия. Да, там даже со стороны Евразийской экономической комиссии уже министр, член коллегии, уже один из министров уже руководит рабочей группой данного форума. То есть вот мы как раз те проблемы, которые вы сейчас озвучили, хотели бы там обсудить. То есть организовать там трехэтажный уровень, организовать большую выставку кыргызских производителей текстильной продукции, чтобы пригласить потенциальных инвесторов, байеров, ритейлеров все, чтобы там заключить контракты. То есть у нас очень амбициозные планы, и мы не просим ни копейки ни у кого. Мы просто просим, чтобы пришли, поддержали. Мой совет. Да. Не дай Бог с такой инициативой вы будете обращаться в правительство. Не дай Бог. Вы лучше создайте там своего представителя, назначить, чтобы он непосредственно бегал каждый день к этим предпринимателям, таким же, как и вы, чтобы вы напрямую работали. Не дай Бог вы попадете в министерство, ох, как задушат вас. Но мы это уже поняли. Вот раз вы поняли, тогда... 3 месяца назад мы уже организовали офис. Молодец, молодец, молодец. Они должны непосредственно с производителями работать. Мы достаточно свободная страна, свободолюбивый народ. Без всякого министра они напрямую могут работать с вами. И я вам скажу, что дела будут двигаться в разы быстрее, чем вы будете обращаться в правительство. Вы будете творить, вы будете поднимать любое государство, любую экономику. Поэтому я с удовольствием буду работать, с удовольствием буду помогать. Уважаемые коллеги, друзья, я как представитель оргкомитета с российской стороны, оргкомитета правительственного форума «Голос Евразии. 21 век. Политика, экономика, культура в Кремле», рад сообщить вам, что Адахан Кенсанбаевич оказал нам большую честь и согласился войти в президиум оргкомитета ежегодного правительственного форума «Голос Евразии. 21 век» в Кремле. Поэтому вот, может быть, пару слов. Для меня честь, большая честь. Я думаю, что именно это мероприятие будет служить огромным толчком для интеграции. Не на бумаге, а как раз на деле. А я как раз сторонник любых действий, которые имеют определенные очертания, конкретные результаты уже видны сегодня, а не потом, а уже сегодня. Поэтому для сближения и в культурном плане, и в предпринимательском плане, для сближения двух государств, этот форум будет вызывать огромный интерес. Я считаю, что это будет иметь огромные перспективы и во благо наших стран. Я нисколько не сомневаюсь. Все, что в моих силах, я готов приложить для того, чтобы этот форум удался. Спасибо вам большое. Удачи. Спасибо и удачи. До свидания. 11 ноября 2020 года в агентстве «Национальная служба новостей» состоялась пресс-конференция с Мудумаровым Адаханом, кандидатом в президенты Киргизской республики и лидером партии «Бүтүн Кыргызстан». На этой пресс-конференции российские журналисты обсуждали вопросы со спикером, касающиеся непосредственно российско-киргизских взаимоотношений и процессов, связанных с выборами в Киргизии. Несомненно, что эти процессы окажут большое влияние на межгосударственные отношения между нашими странами, потому что Киргизия и Казахстан воочию являются локомотивами интеграции с Российской Федерацией. Адахан Кенсанбаевич, скажите, пожалуйста, для Первого российского национального канала, правильно ли мы поняли, что курс и партии Бүтүн Кыргызстан и ваших коллег, и вас непосредственно лично, именно на интеграцию, на усиление интеграции с Российской Федерацией, и если можно, все-таки более конкретно уточните, по каким направлениям это будет возможно? Что касается кыргызско-российских отношений, ничего не надо выдумывать, придумывать. Были тесные
экономического характера, социально-культурного характера, научно-практического понимания. Вот эти связи надо просто восстанавливать. Надо заниматься не реставрацией, а восстановлением. А какая разница между реставрацией и восстановлением? Реставрирует, исходя из сегодняшнего понимания, а восстанавливает то, что было в оригинале. Я бы очень сильно хотел именно восстановления в оригинале. Есть ли возможность для этого? Колоссальная возможность есть. Самое главное, есть ли желание граждан Кыргызской Республики восстанавливать эти связи? Я однозначно отвечаю «да». 1000 раз говорю «да». И посмотрите, пожалуйста, что мы могли бы взять из этого сближения. В первую очередь, это великолепные специалисты первого класса мирового уровня. Пусть это будет в медицинской сфере, пусть это будет кинематография, пусть это будет в области культуры и искусства. А российская система образования, советская система образования, она самая передовая, самая мощная и самая востребованная. Только через восстановление вот этих вот связей можно воспитывать, готовить именно тех кадров, которые, как воздух, необходимы сегодняшнему Кыргызстану. Мы это чувствуем. В военно-политическом плане таким странам, как Кыргызская Республика, иметь такого партнера, надежного, как Российская Федерация, это благо. Это счастье. Вот посмотрите, армяно-азербайджанский конфликт. Армянская сторона обращалась и к Соединенным Штатам, и Франции, и Евросоюзу. Какая польза была? Практически никакой. Опять-таки, когда обращаются к Российской Федерации, эти вопросы решаются молниеносно. Почему? Потому что обе стороны уже убедились и готовы, чтобы Россия со своей честной, исключительно порядочной внешней политикой и не будет вмешиваться во внутренние дела, исключительно будет выполнять свою миссию миротворческую. Вера и надежда, любовь к Российской Федерации, это не пустые слова, это необходимость. А нуждается ли сама Россия в этой вере и любви? Мне кажется, навряд ли. В первую очередь это любовь. Это отношения нужны именно таким странам, где любые какие-то там потрясения могут вызвать колоссальные трагические последствия. Не дай бог, конечно. Поэтому стабилизирующим фактором на сегодняшний день на всем постсоветском пространстве является исключительно Россия. И Россия должна сыграть свою роль. И я думаю, что из года в год все больше и больше приходит понимание тем политикам, которые могли бы вершать судьбы своих стран и своего народа. Поэтому чем раньше придет это осознание, тем лучше. Специально для Первого российского национального канала Рябинин Вадим. Говорит и показывает Москва.